Здравствуйте! В эфире телеканала программа «Актуальное интервью», в студии Кристина Якупова. Всемирный день здоровья отмечается с 1948 года по решению Всемирной ассамблеи здравоохранения ООН. Это день своего рода напоминания, что здоровье – это самая большая ценность, и эту ценность мы должны хранить и оберегать. Наша гостья в студии Алена Никитина, главный врач Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики. Алена Михайловна, здравствуйте. Здравствуйте. Вы как врач что вкладываете в понятие здоровья и как вы считаете, стали ли люди более бережнее относиться к своему здоровью? Да, действительно, во-первых, мне хотелось бы всех жителей республики поздравить с Всемирным днем здоровья. Этот праздник мы отмечаем ежегодно, 7 апреля. Каждый раз Всемирная организация здравоохранения действительно вкладывает, так скажем, каждый раз особый какой-то смысл. И действительно, в этом году, в год 75-летия Всемирной организации здравоохранения, девизом является «Здоровье для каждого». Вообще, на самом деле, у Всемирной организации здравоохранения есть определение. То есть, на самом деле, здоровье – это не только когда мы не болеем, да? А здоровье – это полное, значит, физическое, социальное, психологическое благополучие всего организма. Только при, так скажем, сочетании всех этих составляющих это можно сказать о здоровье полном. Действительно, от многих факторов зависит на самом деле наше здоровье. Конечно, это действительно самая ценность, которую, как говорится, не купить, никак невозможно. Если человек не будет вкладываться, да, каждый день постоянно, систематически делать все для того, чтобы быть здоровым, конечно, наверное, это не совсем возможно. В последние годы масштабно проходит диспансеризация. Каковы итоги диспансеризации прошлого года и какие заболевания она выявила у жителей республики? Диспансеризация определенных групп взрослого населения – это одно из таких мероприятий, которое действительно влияет на факторы риска развития основных хронических неинфекционных заболеваний. Да? Это действительно это влияет на смертность населения, это влияет на вообще основные демографические показатели. В 2022 году в республике прошло более 267 тысяч взрослого населения диспансеризацию. Эта цифра, она с каждым годом увеличивается, что это отрадно, потому что, мне кажется, в последние годы мы очень много вообще говорим о том, что все-таки вначале должна быть профилактика, а не лечение. То есть мы говорим о, так скажем, превентивном отношении к своему здоровью. То есть легче предупредить, чем дальше лечить. И это действительно не пустые слова. Во время проведения диспансеризации 2022 года впервые были выявлены, конечно, и люди с хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, и в том числе и онкологические заболевания. Это как раз-таки и цель диспансеризации – раннее выявление онкологических заболеваний, прежде всего, это онкоскрининг своего рода, и самое главное, естественно, выявить факторы риска. Ежегодно Всемирная организация здоровья выбирает тему для Дня здоровья. «Здоровье для всех» – такой лозунг выбран в этом году. Алена Михайловна, как же все-таки сохранить свое здоровье? Знаете, мы не устаем повторять, что здоровье зависит от каждого человека самого. То есть чем ответственнее вы относитесь к своему здоровью, тем, конечно, ваш организм будет отвечать вам, так скажем, действительно этим полным благополучием. Да? И хотелось бы сказать, что опять же, если обратиться к Всемирной организации здравоохранения, в 50% наше здоровье все-таки зависит от образа жизни. Что такое образ жизни? Да? Каждый раз мы тоже, в принципе, в это понятие каждый, наверное, вкладывает что-то свое, но есть основные постулаты.
естественно, да, это правильное, здоровое питание, это отказ от вредных привычек, такие как курение, алкоголь, да, потребление алкоголя, это умеренная физическая активность. Почему говорю умеренная? Конечно, это каждый человек должен для себя сам выбрать. Есть очень простые на самом деле, и, так скажем, которые не требуют каких-то финансовых вложений, да, физическая активность, та же ходьба, да, бег. Конечно, каждый человек может для себя, в принципе, выбрать, чем ему заниматься. Это, конечно, здоровый сон. То есть все-таки соотношение, так скажем, бодрствования и сна должно быть ну, таким, все равно, вот мы говорим 7-8 часов, так и должно быть. Только тогда при этом условии вырабатываются в определенное время правильные гормоны, да, которые влияют на наше психологическое состояние. Да. Это влияет, конечно, и на, так скажем, бодрость и самочувствие человека. Ну и, конечно, это, так скажем, психологическое состояние, это все-таки контроль над своими эмоциями, я бы так сказала. А какие факторы больше всего влияют на здоровье? Ну, наверное, еще раз повторюсь, да, это чрезмерная, так скажем, ну, мы их называем поведенческие факторы риска, да, это курение, излишнее потребление алкоголя, конечно, это, так скажем, не очень активная, так скажем, в физическом плане, да, так скажем, жизнь, да, это, естественно, неправильное питание, потому что все-таки питание, потребление чистой воды, это, наверное, все-таки основа для нашего организма. А поделитесь, пожалуйста, своими принципами здорового образа жизни. Ну, наверное, как любой человек, я стараюсь правильно все-таки питаться. И все-таки у нас в республике хочу отметить, что у нас практически есть все для этого. В последнее время мы очень много говорим о здоровом питании, да, о, так скажем, здоровых чистых продуктах. И, конечно, я употребляю, стараюсь нашу местную продукцию все-таки. Это относительно мяса, это относительно и вот сейчас не хочу, как говорится, популяризировать, но тем не менее вот этот, так скажем, теплица Саюри, да, она, в общем, позволяет нам последние годы очень даже вполне себе нормально употреблять то рекомендуемое количество, да, 500, 450, 500 грамм свежих овощей кушать каждый день. То есть мы, в принципе, должны в каждый прием стараться кушать овощи, ягоды. У нас дикоросы прекрасно, все это растет, и мы все это прекрасно кушаем. Все-таки, мне кажется, если мы будем такое более исконное, да, наше национальное питание, оно очень даже, кстати, было правильное. Мы проводили некие исследования по этому поводу. И, конечно, я стараюсь каждый день делать зарядку по мере возможности, хотя бы 3 раза в неделю ходить в спортзал, но тоже по мере возможности. Я отношусь к этому, так скажем, без фанатизма, но тем не менее систематически. В рамках Всемирного дня здоровья какие мероприятия будут проводиться? Всеми медицинскими организациями республики проводятся действительно различные мероприятия. Это и дни открытых дверей, да, так скажем, ярмарки здоровья в рамках медицинской организации для того населения, которое прикреплено к этой медицинской организации. Это, конечно, и сейчас идет у нас в городе Якутске, значит, в торговом доме Кружала, у нас идет ярмарка тоже ежегодная, Сахамедэкспо, в котором участвуют многие и медицинские организации, и организации, которые, ну, так скажем, имеют отношение к здравоохранению. Это и различные там лекарственные какие-то средства, это и биологически активные добавки, ну и прочее, да, это медицинское оборудование. Это интересная выставка, которую я, в общем, рекомендую посетить. Она у нас началась еще с 5 апреля. Также, конечно, проводятся различные мероприятия, это и круглые столы, да, на котором общественность обсуждает, так скажем, все-таки
как вести здоровый образ жизни, что для этого делать, какие, ну, это и относится и к муниципалитетам, какие должны быть созданы, так скажем, условия для здоровья сберегающей инфраструктуры. Все-таки мы сейчас об этом очень много говорим. Ну и в конце нашего разговора ваши пожелания нашим телезрителям в связи со Всемирным днем здоровья. Да, мне хотелось бы еще раз поздравить наше население с Всемирным днем здоровья, который мы отмечаем ежегодно 7 апреля. Пожелать всем крепкого здоровья, берегите себя. Алена Михайловна, спасибо, что пришли к нам в студию и ответили на наши вопросы. Это была программа «Актуальное интервью». Оставайтесь на нашем телеканале.